8 мая состоялась торжественная церемония поднятия копии Знамени Победы на площади перед зданием Дома дружбы народов Чувашии. Возведение флагштока осуществлялось в рамках реализации культурно-патриотической программы «Знамя Победы 2018-2020 года» национальной комплексной программы «Держава 21 век», посвященной подготовке к празднованию 75-летней годовщине Великой Победы. Инициатором культурно-патриотической акции в Чувашии стал академик, председатель региональной общественной организации Ассамблеи народов Чувашии Лев Пантелеймонович Кураков. Все подготовительные работы к важному историческому событию проходили при поддержке Минкультуры Чувашии и Дома дружбы народов. Надо отметить, что большая работа по подготовке территории и установке флагштока была выполнена чуть больше, чем за 2 месяца. Высота самого флагштока составляет 14 метров 18 сантиметров, 1418 количество тяжелых кровопролитных дней Великой Отечественной войны. В праздничном мероприятии поднятия копии Знамени Победы приняли участие министр культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской Республики Константин Яковлев, первый вице-президент межрегиональной общественной организации Чувашский национальный конгресс Валерий Клементьев, глава города Чебоксары Евгений Кадышев, руководители национально-культурных объединений Чувашии, ветераны, участники Великой Отечественной войны и тыла, а также молодежь республики. Воевали все, независимо от национальности, независимо от веры, вероисповедания. И мы ее встречаем каждый год. Я как ветеран боевых действий только Чеченской Республики, я уважаю ветеранов, пожелаю им здоровья, пожелаю им, чтобы они каждый год радовали. Конечно, они все меньше и меньше становятся, дни уходят. Но, тем не менее, вот сегодня день хороший, вот так вот, я думаю, это не просто так, то, что мы встретились, праздник Дня Победы. Поднять флаг! Обращаясь к участникам торжества, руководитель Минкультуры Чувашии Константин Яковлев сказал следующее. Сегодня символично в том, что именно Знамя Победы мы поднимаем на территории Дома дружбы народов. Сегодня здесь руководители среди нас разных национальных культурных автономий, которые тяжелые годы войны были вместе. Их деды, прадеды, бабушки, все защищали нашу Родину. И сегодня мы не можем быть отдельности жить и радоваться этой победе. Мы можем только вместе побеждать, шагать вместе и делать доброе дело. То, что сегодня в республике создается все условия для всех народов. И здравоохранение, и образование. Это еще раз дает нам повод вместе идти в одном строю. Наше ведомство Министерства культуры будет делать все возможное. Каждый ветеран войны, труда, тыла чувствовали заботу. Лев Кураков, председатель Ассамблеи народов Чувашии, выразил слова благодарности всем участникам и гостям мероприятия. Приветствовал ветеранов Великой Отечественной войны. Мы никогда не забывали и никогда не забудем наших героев, независимо от того, они имеют ли на груди ордена и медали, звание героя. И участники войны, ветераны труда являются все героями того времени и настоящего времени. Мы преклоняемся перед ветеранами войны и труда. Они сделали для нас большое будущее человеческое счастье. Мы в безмерном долгу, пока мы живем на этой земле, перед ветеранами войны и труда. Мы обязаны им своим добросовестным отношением к ним, заботой о них. Мы должны всегда помнить, любой руководитель, независимо от того, какой
трудились. Большое человеческое спасибо вам. Лев Пантелеймонович также отметил, что участие Чувашской Республики в данной акции несет не только патриотическую, но и почетную миссию лидера среди регионов Российской Федерации. Академик подчеркнул, что наши слова никогда не должны расходиться с делом. После сказанных слов сразу же должны последовать конкретные дела, направленные на благо города, республики, страны. Первый вице-президент Чувашского национального конгресса Валерий Клементьев приветствовал участников и гостей торжественного мероприятия. Выразил слова благодарности председателю Ассамблеи народов Чувашии Льву Куракову за активную патриотическую работу в воспитании подрастающего поколения. В рамках мероприятия в галерее Дома дружбы народов состоялось открытие фотовыставки «Немцы России и Германии против фашизма». Посетители галереи Республиканского дома дружбы народов единодушно отметили культурную ценность, значимость и актуальность представленных фотоматериалов. Я хочу, чтобы яркое солнце светило, чтобы снились всегда только добрые сны. Культурно-патриотическая акция «Поднятие копии Знамени Победы» в Чувашии завершена, а многонациональный героизм участников Великой Отечественной войны навсегда останется образцом воли и мужества. Репортаж подготовлен Зоей Яковлевой, Еленой Светлой.